новая. Но только помни, дерево без корней не бывает. Нет будущего без прошлого. Алло, Ага, вы все правильно говорите. Каждое ваше слово золото. Мы это обязательно учтем, но в другой раз. А этот проект уже утвержден. Утвержден? Утвержден. Окончательно? Окончательно. Тогда здесь нам делать нечего. Куда же вы, алло, Ага? Куда глаза глядят? Кати свою арбу без нас. Улетим. Да. Исчезнем. Уедем. Правильно. Куда же вы уходите? Ну, пожалуйста, не уходите. Теперь стариков не остановишь. Нехорошо получилось. Куда твой дедушка Назар пропал? И Мевед Ага тоже не пришел. Где же они? Алло! Алло, аэропорт? Дежурный? Извини, что разбудил. Ты наших стариков не видел? Да-да, алло, Назара, Мереда. Да ничего не случилось. Их на совещание в Ашхабад отправили. Люди добрые, спасите! Украли! Мужа моего старого украли! Помогите! Курбан! Московский поезд ты провожал? Да, делегацию ветеранов. Сколько? 5? 35? Нет, не наши. Что с тобой? Я его убью. Кого ты убьешь? Его. Кого его? Не знаю. Не знаешь, а говоришь? Того, кто тебя обидел. Да никто меня не обижал. Пошли Идем стариков искать. Как бы с ними какой? Беды не случилось. Смотрите, какая дорога. Как на аэродроме. Никого нет. Туда, наверное. Сегодня не воскресенье. Пустят ли нас? Пустят. Я там сторожа знаю. Он мой друг, парень во. А он тебя знает? Кто? Сторож. Думаешь, мы его найдем? Конечно. Мы с ним вместе А он что воевали. это? На Озеро? фронте. Сначала на конях, потом на бронепоезде. Так что не волнуйтесь, все будет нормально. Будем рыбачить. Пришли, кажется. Так ведь 40 лет прошло. Что ты хочешь? После войны я его и не видел. Может, он в командировке? Язык твой, враг твой. Я не открою. Доченька, мы знаем, что это профилакторий, что сейчас ночь. Но мы, честное слово, не разбойники. Правильно. Почтенные люди. Наш профилакторий работает только по выходным для всех. И для почтенных людей, кстати, тоже. Что такое? Здравствуйте. Как вы сюда попали? Вы что, фокусник? Нет. А кто? Вы только, пожалуйста, не волнуйтесь. Сейчас мы все будем здесь. Прошу вас. Не беспокойтесь. Не беспокойтесь, все будет хорошо. Красота. Да? Как в магазине. Богатая люстра. Такая стоит, наверное, 1500. Уже сосчитал. А мы что, недостойны этой паршивой лампы? О, алло, Фага. А? Посмотри на себя. Где? Да вот, вот. А это Назар. А это Шурик. Верно, А это наш ювелир. Очень похож. Ну, а себя ты видишь? Где? А вон, с дыркой в голове. Как с меня рисовал. Правильно. Точно, верно. Похож, похож. Да что вы говорите? Значит, они у вас? Ну, все, гора с плеч. Пока их никуда не отпускайте. Путевки? Да путевки мы им обязательно выпишем. На месяц. Да хоть на 3 месяца. Пусть отдыхают джигиты. Проходите, пожалуйста. Входите, входите.
Вам нравится? Очень нравится. Ну вот, такие у нас все комнаты. Вы пока отдохните здесь, а я пойду приготовлю вам остальные. Вот так. Значит, вы... Тетива. Нет, я хотела сказать, что вы настоящий фокусник. Тетивая. Обыкновенный ювелир. А я Назар, бухгалтер. Это не голова, а машина электронная. В уме миллионы складывает. Ну, И без ошибок. А я конюх Мерет. Но в войну я командовал бронепоездом. Представляете ситуация? Фашисты бегут, мы за ними. Они через мост, мы за ними. Они поворачивают в болото, мы за ними. Да, но откуда же в болоте рельсы? А кто в то время обращал внимание на твои рельсы? Он на бронепоезде. Плавал по болотам. Да врет он все. То он на коне, то он на танке. А это кто? Высокий? А, его зовут Шукур. А мы его зовем Шурик. Шурик? Да, все его так зовут, да-да. Про танк я, между прочим, еще не говорил. Мы все воевали. Не забудь сказать, что ты был поваром. Да, поваром. Ну, а ты на своих конях и на своем бронепоезде без моей каши до Берлина не дошел бы, Меретмурт. А я вот почти не воевал. Не повезло. В начале войны ранило меня. Не пришлось, как всем, дойти до Берлина. В тылу, сказали, тоже воюют, выращивая хлопок. Ничего, не огорчайтесь. Ладно, доченька. Ну хорошо, подождите пока здесь. Пожалуйста. Подождем, не беспокойтесь. Пожалуйста, Ничего. будем ждать вас. Эй, Шурик, ты куда? Ты куда? Так она же сказала, иди, я тебе комнату покажу. Что ты? Дерево на дереве глядят года, между ними звонкая бежит вода. Моет она корни, поит листву, важную и белую, словно слюда. Потечет, покатится, землю пая, влажная, прохладная летит струя. Лучше зеленее берег каков, шелестят деревья, печаль тая. Тянутся деревья к коре коралл, гладят им макушки нежно ветра. До чего же быстро растут они, а ведь были прутики еще вчера. Потечет, покатится, землю пая, влажная, прохладная летит струя. Лучше зеленее берег каков, шелестят деревья, печаль тая. Это что такое? Хлопок. Я спрашиваю, чья это работа? Ну что, Джапар Байрамович? Это твоя работа. Ну, моя. Так вот, чтобы ты не засыпал за рулем, я снимаю тебя с трактора. Тогда свадьбы не будет. Ну и поздравляю. Чьей свадьбы? Моей свадьбы с Хатиджой. Она же самая красивая на свете. Ну и что? Как что, откажется? Ну сам посмотри, как работают другие. Так у них трактора, у меня старая арба. В нем кольца уже давно менять нужно. Да ладно, не оправдывайся. Что вы как дети? То одно у вас, то другое. Так вот, если ты свой трактор не отремонтируешь, о свадьбе не мечтай. Джапар Байрамович, я все сделаю. Я отремонтирую, честное слово даю. На, возьми свой букет. Ну все, опять я влип. Ну, дурды, пора нам приступать к делу.
Конкретно. Расчистить площадку для стройматериалов. Ты записывай. Угу. Спилить чинару. Снести конюшню. Мусор вывести. Пока все. Что у тебя? Кубинские колхозники должны приехать. Соображаешь, что сказал? То есть животноводы. Но кто будет готовить? Ну, нога в профилактории. Между прочим, не боги горшки обжигают. Ну, настоящие туркменские блюда лучше Нуны никто не приготовит. Не ударить бы лицом в грязь. Правильно, вопрос государственной важности. Все равно угощать их надо, вот ты и шевели мозгами. Да-да? Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Что у вас? Джапар Байрамович, я вашему любимцу из своего запаса отдаю кольца. Нет, пиши расписку. Так. Мне жалко себя. Не хотелось бы потерять такого растяпу жениха. Ладно, хоть же, ладно. А ты не слушай, подписывай давай. Не обижайся, Джигит. На, получай. Спасибо. Всего хорошего. Спасибо. Ай, молодец. Хорошо поешь, на сердце берет. Что это такое? А что? Эту песню пел Пироглы о своем сером коне. Я не об этом, но почему вы сидите на покрывалах? Почему мебель передвинута? И вообще, что за беспорядок? Правильно. А это что за фокусы? Это чай. Зеленый чай на настоящем огне воду кипятил. Для вас на кухне специально заварен 95-й. Анна Петровна, какой чай на газе? Тоже правильно. Деды нас учили. Любая пища, если она не приготовлена на живом огне, это не пища. Да, поэтому я костер развел. То есть, как это? Где вы развели костер? Там, во дворе. Категорически запрещается на территории санатория разводить костры. А тех, кто не соблюдает правила, у нас полагается немедленно выписывать. Ах, Жаночка, мы же не от хорошей жизни сюда приехали. Все верно. Что верно-то, что? Она права. Формалисты. Ну, хватит. Анна Петровна, давайте жить по правилам. Говорите. Первое. Категорически запрещается распивать спиртные напитки и курить в помещении. Как в самолете. Замечательный курорт. Зачем приехали? Во-вторых, категорически запрещается приводить посторонних женщин после 11. Ну, хорошо. К вам это не относится, хорошо. Почему не относится? Успокойся, не относится. Категорически запрещается купаться без присмотра медсестры в озере. И последнее. Строго соблюдать распорядок дня. В 7:30 у вас гимнастика, а вы до сих пор не переоделись. Правильно. Слушай, что ты заладил? Правильно. Один говорит так, ты говоришь правильно. Другой говорит это, ты опять правильно. Ну, правильно. Ты тоже правильно говоришь. Здравствуйте, Анна Петровна. Мы ждем. Вот познакомьтесь, это Надя, медсестра. Будет заниматься с вами аэробикой. Чем? Ритмической гимнастикой. Все внимательно.